Сегодня в нашем детском саду мы проводим всероссийский исторический квест «Сталинградской битвы». Квест – это интеллектуальная игра, которая проводится в виде соревнования. Этот квест проводится во всех регионах России. В календаре есть даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. Одна из них – Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей с 17 июля 1942 года 2 февраля 1943 года. А городу Волгограду присвоено звание города-героя. В этом году исполняется 75 лет со дня победы Сталинградской битвы. Эта битва стала переломной в Великой Отечественной войне. Приглашаю команду «Пламя». Моя команда «Пламя». Наш девиз – разгорайся ярче пламя, светом доброго огня. Это пламя словно знамя для тебя и для меня. Приглашаю команда «Победа». Моя команда «Победа». Наш девиз – пусть знает враг, наш флаг, звон флаг, достойный чести к победе идем вместе. Приглашаю команду «Смелые». Моя команда «Смелые». Наш девиз – нам друзья бояться нужно, победе мы стремимся дружно. Вы знаете, с кем воевала наша страна? С немцами, с фашистами. Враг пытался захватить самые большие и главные города – Ленинград и Москву. Среди этих городов был Сталинград. Сталинград – это большой город на правом берегу Волги. А вы знаете, как сейчас называют Сталинград? А сейчас Сталинград называют Волгоградом. А во время Великой Отечественной войны, ребята, его называли Сталинградом. А сейчас мы начнем наш квест. Приглашаю команду «Пламя». Ребята, вы прибыли на станцию артиллеристы. На главной точке страны расположен самый огромный памятник – Мамаев курган. Его высота 102 метра. Он посвящен победе наших советских солдат в Великой Отечественной войне. Ребята, сейчас мы проведем эстафету. Сначала мы должны перепрыгнуть через кирпичик, пролезть через дуги и бросить мешочек в цель. Вам, ребята, понятно? Да! Тогда мы начинаем. Вы пришли на пограничную станцию. На самой главной точке страны находится величайший памятник Мамаев курган. Его высота 102 метра. Он посвящен победе нашего советских солдат в Великой Отечественной стране. Я защищаю нашу границу и буду ловить нарушителей. Забирайте ваши кегли.
Сталинграде есть дом, получивший название Дом Павлова. Так его стали называть по фамилии сержанта Павлова, оборонившего дом. Яков Павлов, выполняя приказ командира, первым проник с 3 бойцами в 4-этажный дом, уже занятый фашистами. 58 суток, срок большой, это больше, чем целый месяц. Штурмами враги развалины штурмовали дома. Этот дом и сейчас стоит на одной из улиц Волгограда. Ребята, это сложная и чуть опасная игра. Вам нужно с закрытыми глазами найти мины. Чтобы обезвредить их, нужно открыть крышки. Приступаем. Вы нашли, ребята? Молодцы! станцию. На самой главной точке страны находится величайший памятник Мамаев курган. Его высота 102 метра. Он посвящен победе наших советских солдатов в Великой Отечественной войне. Моя задача – защитить нашу границу. Ловите ваши кегли, а я буду ловить нарушителей. Ребята, вы прибыли на станции Минное поле. Объясняю задание. Это сложная, чуть опасная игра. Вам нужно закрытыми глазами найти мины. Чтобы обезвредить их, нужно открыть крышки. Вам ясно задание, ребята? Да! Время истекло. Все обезвредили? Да! Молодцы. Вы прибыли на пограничную станцию. Моя задача – защищать нашу границу. Ловите ваши кегли, а я буду ловить нарушителей. Ребята, вы прибыли на станции Минное поле. Объясняю вам задание. Это опасная и сложная игра. Вам нужно с закрытыми глазами найти мины. Чтобы обезвредить их, нужно открыть крышки. Вам ясно? Да! Начали. Время истекло. Итоги квеста. Команда «Смелые» 10 баллов, команда «Победа» 8 баллов, команда «Пламя» 6 баллов. Победила команда «Смелые». Слово предоставляется нашей заведующей
Гаджиева Сехер Халумбашировне. Уважаемые гости, дорогие дети, указом президента 2018 год объявлен годом волонтеров. И такие мероприятия мы будем в этом году проводить все чаще. Сегодня я поздравляю победителей и вручаю им грамоты. А сейчас вам покажет мастер-класс «Военное письмо». Наша односельчанка Афият Сулеймановна, заместитель директора Дагестанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Она стала победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». Летом 2017 года она получила благодарственное письмо от Владимира Владимировича Путина. Сейчас я вам покажу, как собрать письмо военных лет. Вот у вас впереди лежит листок, возьмите его так, поставьте вот так поставьте, вот так поверни, вот так. Теперь берем этот конец, вот смотрите, вот этот конец берем и ставим вот сюда, вот так. Смотрите, вот этот конец вот сюда поставили. И получилось у вас так вот. Сделайте вот, начиная, смотрите, берите отсюда, ставьте вот в этот край листа. Получилось? Сейчас, смотри, вот бери вот этот, ставишь сюда. Вот так вот, смотри, с края. Сейчас вам помогу, какой не получается. Берешь вот это, смотрите еще раз. Берем вот этот конец, ставим вот сюда. Получилось? Вот, молодцы. Теперь вот этот листок, смотрите сюда. Вот так. Держите вот свой листок вот так. Вот этот край мы ставим вот на этот край. Видели все, да? Вот так, молодцы, получается все. Получилось вот так у нас? Да. Получилось? Все, теперь берем вот эти края и сделаем вот так. Сначала этот край, а потом другой край. Есть? Получилось? Вот, молодец, получается. Вот так идешь. Вот, молодец, умница. Получилось у нас вот такое, да? А теперь вот последний шаг у нас остался. Вот берем, поворачиваем эту сторону вот сюда. Вот, смотрите, вот у нас такое получилось. Вот это мы поворачиваем вот сюда. Все. Молодец. Вот поверни вот сюда. И все. Повернули, получилось. А теперь поднимите все, кого получилось. Вот так мы поднимем. Вот какие молодцы, все, умница. А вы знаете, почему? Да, молодцы, да. А вы знаете, почему именно военное письмо имеет треугольную форму? Знаете? Сейчас я вам скажу. Чтобы было легче отправлять письмо, и чтобы то, что внутри они написали, чтобы там ничего не испортилось, поэтому мы так складываем и делаем вот такой треугольник. А еще потому что имеет треугольную форму, это тогда в военное время у нас не было лишних бумаг и не было конвертов, чтобы, чтобы то, что внутри, то, что написанное у нас не испортилось, поэтому, чтобы можно было прочитать, что там было написано. Поэтому у нас вот такая форма. Понятно? Треугольная форма. Это называется у нас военное письмо. Все, молодцы. Все. Ребята, я надеюсь, что вы сегодня узнали много нового о Сталинградской битве, о том, как сражались наши воины за Родину. Вам понравилось сегодняшнее наше мероприятие? Да!